Быстро, четко, метко – все это популярно еще с давних времен в виде спорта фехтования. Ведь оно входит в топ самых интеллектуальных и быстрых видов спорта. Мы на открытом кубке Республики Башкортостан по фехтованию в рамках четырехборья. Здесь соревнуются фехтовальщики из Нефтекамска и Уфы. Юноши и девушки борются за победу, и настроены они решительно. Карина, как прошел твой бой? Все хорошо, я победила. Мы фехтуем на один укол. Один раз уколол, и все, тебе засчитали победу. Мы фехтуем со всеми, и с мальчиками, и с девочками по очереди. Какие выводы ты можешь сделать после своей победы? Надо больше тренироваться и идти к своей цели дальше. Обратите внимание, что все игроки одеты в белое одеяние. Состоит оно из костюма белого цвета, куртки, брюк и гетер. На ноги надевается специальная фехтовальная обувь с плоской подошвой. Голову защищает металлическая маска, а на вооруженную руку надевают перчатку. Вся эта одежда защищает игрока от противника, а чтобы выиграть, нужно мастерски атаковать. Егор об этом знает все. Почему мальчики с девочками фехтуют? Вообще на всех российских соревнованиях там происходит все по отдельности. Мальчики с мальчиками, а девочки с девочками. Но тут было мало народу, и чтобы соревнования шли подольше и совместили. Егор, какие твои дальнейшие планы? Дальнейшие планы — выиграть соревнования в Таганроге. И там уже попасть в сборную России и поехать на чемпионат мира по пятиборью в Египет. Эти ребята так ловко управляют рапирой, ведь им за пару секунд нужно поразить противника и поставить укол. Всего участвует 27 человек, возрастная категория от 14 до 17 лет. Игра проходит очень накаленно и амбициозно. В фехтовании нет времени на раздумья. Стоит лишь отвлечься, как уже получишь укол рапирой. На первый взгляд это легко, но на деле очень сложно. Лейла Хамидуллина, Руслан Бекбаев, специально для Горы новостей.